Добрый день, дорогие друзья! Я Галина Чекдурова. Сегодня у нас очередной выпуск подкаст-канала «Моя Библия Бурятия». Наша тема сегодня – это «Тайны детства» в произведениях Бавасана Бедуева. Откуда же к нам пришла сказка? Почему многие столетия взрослые рассказывают детям сказки, а дети с упоением слушают их? Но ведь это же интересно, скажете вы. И вы, конечно, правы. Сказка ложь, давней намек, добрый молодцам урок, вспомнят, наверное, те, кто начитан пушкинские строки. Сегодня мы с вами познакомимся с замечательными сказками Бавасана Даржевича Абедуева, основоположника бурятской детской литературы. Талантливый поэт очень много сделал для развития детской бурятской сказки. О Бавасане Абедуеве и его сказках очень хорошо сказал народный поэт Бурятии Андрей Румянцев. Бавасан Даржевич обладал тем врожденным чувством изобретательного рассказчика, который всегда является принадлежностью настоящего детского писателя. О таких людях говорят: он волшебник слова. Он умеет заворожить малышей необычным сюжетом своего стихотворного или прозаического рассказа, неиссякаемым юмором, теплотой интонации. Это не та обманчивая способность, которую приписывают себе иные авторы книг, сочиненных на языке детей, а редкий дар будит фантазию юных читателей, увлекать их в мир доброты и солнечного света. По мотивам народных сказок о животных Бавасан Даржевич создал целый ряд исключительно ярких детских сказок и поэм. Это его прелестные живые сказки в стихах, как «Храбрый козленок Бабана», «Оседлавший тигра», «Шалы и Шаны». Отличительной особенностью сказок Бавасана Бедуева является то, что в основе лежат смешные приключения, забавные выходки, остроумные ответы, веселая и незатейливая занимательность, сказочная условность, элементы таинства, фантастика, забавность животных и зверей, их приключения. Они всегда вызывают восторг ребят. А трогательная сказка о храбром козленке Бабане не перестает радовать детей, вызывая гордость за козленка, смех, детский восторг от того, что храбрый козленок напугал медведя-увольня и волка-дурака, так что они из-за трусости и глупости нелепо гибнут. Сказку детям перед сном дайте вспомню. О, вот она! В старину в краю лесном жил козленок Бабана. Жил, смешил народ кругом, жил на выдумке мастак. И учтите, был притом с бородой, не просто так, а рога острей штыка, хвостик потняк, словно гвоздик, и 4 башмака без износу на века. Дети козлика любили, дружбу с козликом водили, и зимой, и в летний зной, всюду вместе с Бабаной. Если спросишь у козленка, кто, мол, ты, откуда, дескать, он в ответ заблеет тонко, на тебя посмотрит дерзко, и, подпрыгнув на копытцах, так тебе ответит он: я рожден с врагами биться, я для подвигов рожден, всем зубатым и рогатым, и медведем, и сахатым объявляю я войну, чтобы знали Бабану. В 2021 году исполняется 60 лет Центру чтения имени Бавасана Абедуева. К этой юбилейной дате весной провели республиканский творческий конкурс «Талисман библиотеки» по сказке «Козленок Бабана». В
В конкурсе приняли 201 участник из 14 районов Бурятии и города Улан-Удэ в возрасте от 6 до 18 лет. Давайте посмотрим на козленка Бабану глазами современных детей. Необыкновенной и фантастической предстает и добрая сказка о 6-летнем мальчике, оседлавшем не только бурого и черного медведей, но и самого хозяина леса, злого и могучего тигра, о его дружбе с такими сильными же веселыми малыми, которые могут поднять гору и переставлять с места на место, или же из глотка воды создавать целое море и выдувать его до исчезновения. Вот, снова глядит старуха, овцы бегут в свой срок, а следом, верхом на тигре, едет ее внучок. «Эй, посмотри, бабуля!» — увидел старуху он. «На ком это я проехал? Сегодня к тебе верхом!» «Конец оробела старая, хоть день обойдись без игр. Это ж хозяин леса, злой и могучий тигр. Пусть от него не будет во дворе и следа». В страхе окно закрыла испуганная Зуде. Вот, снова глядит старуха, овцы бегут в свой срок, а следом, верхом на тигре, едет ее внучок. «Эй, посмотри, бабуля!» — увидел старуху он. «На ком это я проехал? Сегодня к тебе верхом!» «Конец оробела старая, хоть день обойдись без игр. Это ж хозяин леса, злой и могучий тигр. Пусть от него не будет во дворе и следа». В страхе окно закрыла испуганная Зуде. Живое воздействие на сознание и воображение юных читателей оказывает и сказка «Шалы и Шаны», в котором с мягким юмором рассказывается о невообразимых приключениях глупейшего Шалея, обладающего могучей физической силой. Рассказывают, когда-то жили в тайге два брата у реки на опушке, в тихой своей избушке. О них-то на этот раз мы и начнем рассказ. Младший — серьезный брат, умом был на редкость богат, мыслями был он быстрый, а языком острый. Шанаем младшего звали, все его уважали. А вот у старшего ума было маловато, но силы зато в руках, можно согнуть быка. Звали его Шалаем, глупее до сих пор не знаем. Так и жили они в избушке. С ними их мать-старушка, а с нею корова черная, да собака проворная. Дружно так они жили, сетями рыбу ловили, ловушки на зверя ставили, спокойно хозяйством правили.
Истинное негодование и возмущение вызывает и учение учителя кота Мура, который постоянно проповедует идею о том, что нельзя есть мясо, а сам, между тем, каждый раз съедает одного из своих учеников-мышей. Очень интересна сказка о хитром и большом проказнике коте Батыр. А в сказке «Царь-орел и его царица» рассказывается о том, как маленькая птичка проучила гордого орла и его своенравную жену. Этих необычных существ называют летучие мыши, но к настоящим мышам они не имеют никакого отношения. Летучие мыши – это загадочные создания природы. Она не птица и не зверь. Давайте посмотрим сказку Бавасана Бедуева «Летучая мышь». Однажды хан Пернатых обязал свой птичий род платить ему дань. Здравствуйте, наш повелитель! Здравствуйте, мои подданные! Я хан Пернатых, да, наш господин, обязываю весь наш птичий род платить мне дань. Оповестите всех! Слушаемся! Выполняйте! Здравствуй, летучая мышь! Здравствуйте, птицы! Наш повелитель, Великий хан обещал весь наш птичий род платить ему дань. Так что с этого дня... При чем тут я? Ничего платить я не буду. Вы разве не знаете, что я из рода грызунов? Посмотрите на мои зубы. Вот. Смотри. Целый ряд мелких острых зубов-гвоздиков. Так что, боярь, О, великий хан, о, наш повелитель, мы прибыли по вашему зову. Где остальные? Простите, мы не знаем. с этого дня мои подданные будут платить мне дань. Известить их об этом. Известим. Будет сделано. Привет! Здравствуй! Наш повелитель, великий хан, обязал весь звериный род платить ему дань. Так что с этого дня... Почему я должна платить вашему хану? Я не зверь, я никакая не хищница. Посмотрите на мои крылья. Где у ваших тварей такое вы видели? Разве звери летают? А ты умеешь летать? Я? Нет. Не буду я платить. Я птица. Так летучая мышь всю жизнь хитрит. Когда к ней зверь является, она машет крыльями, говорит, что она птица. А когда пернатые прилетают, она скалит зубы, говорит, что грызун. Люди ее никуда не относят, ни к птицам и ни к грызунам. Сказки поэта Бавасана Даржевича Бедуева очень оригинальные, живые, искренние и добродушные, и, пройдя испытание временем, стали классикой бурятской детской литературы.